Друзья, всем большой привет, на связи как всегда я, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. Я рад вас видеть в этом видеоролике. Сегодня мы обсудим последние новости, обсудим, что произошло с теми позициями, которые мы рассматривали ранее. Удалось ли нам заработать, если мы заходили в позиции, а также разберем следующие мысли по поводу крипторынка. В общем, будет очень интересно, самое главное полезно. Присаживайтесь поудобнее, заранее влепляйте лайк этому видеоролику и погнали, друзья, let's go! Друзья, я хочу напомнить, что это мой новый YouTube канал, поэтому я заранее попрошу вас подписаться, поддержать меня подписочками, нажать на колокольчик, для того, чтобы продвигать мои видеоролики дальше в топ. Прежде чем мы перейдем к новостям и обсудим их, хочу сказать, что большое количество ребят обращаются с темой того, что чтобы заработать на крипторынке не с помощью трейдинга, а с помощью каких-то других инструментов, возможно, без вложений и так далее и тому подобное. Есть как раз такая тема, в которой можно потратить всего лишь 5-7 долларов, а заработать 1500-2000 долларов. Это ретро-дроп, мы очень более подробно, детально уже обсуждали не раз с моим напарником по команде и сообществу Crypto Kitchen Community с Даней эту тему. Я записал отдельный видеоролик, в котором я сказал, как здесь сделать все действия пошагово, куда нажимать, как пополнять, переводить и так далее. Вот здесь вот ссылочку прикреплю, обязательно переходите и смотрите. Ну что, друзья, переходим к новостям. И сегодня мы видим, что токен TRX вырос на 10% на фоне запуска в сети Ethereum, да. То есть теперь TRX Tron можно имитировать и переводить по сети ERC-20. На самом деле Tron такая неоднозначная монета, неоднократно по ее поводу я высказывался и даже говорил покупать ее по 5 центов, говорил в начале создания нашего публичного канала New Age, ссылка на него будет в описании. Сейчас там посты оформлены, обязательно перейдите, там все очень кликабельно и интересно, можно посмотреть, когда мы покупали и какие мысли в дальнейшем по поводу этой монеты в связи с внедрением CBDC и других цифровых валют стран мира. Какой возможный масс adoption ждет Tron, в принципе, как блокчейн и так далее и тому подобное. Я считаю, что это, возможно, закулисные игры, да, которые отыгрываются у нас на фоне прошлых новостей, которые мы обсуждали с вами в прошлом видеоролике, а именно открытие торгов в Гонконге. Как по мне, все люди в Китае уже давно слышали про криптовалюту и умели ей пользоваться, поэтому эта новость теоретически на фактическое внедрение масс adoption в Гонконге, в Китае никак не повлияла. То есть рост на 10% это не что иное, как манипуляция перед какими-то возможными действиями. Какие? Потом немножко занавес приоткрою и расскажу. Соответственно, я считаю, что до этого, в принципе, у людей в Китае проходил товарооборот в USDT. Это всемирно известный факт того, как люди там уже используют криптовалюту, поэтому все, что мы сейчас видим, это те новости, которые просто подогревают нас для того, чтобы разогнать FOMO. Дальше, что интересно, Ton Foundation предложил сжигать 50% наград валидаторов, но тем не менее Ton такой остается загадочный блокчейн, где непонятно, кто валидирует блоки, кому примайнена эмиссия, а самое главное, кому нужен Ton и как он будет в дальнейшем использоваться. Как вы знаете, в приложении Telegram относительно недавно, полгода, может чуть больше, появился Telegram Premium, который только недавно мы теперь начали оплачивать непосредственно монетками Ton через TonKeeper, а до этого все это освещалось рублями. То есть по факту применения у Тона никакого нету, как я считаю, фактического будущее и непонятно размыто. Тем более прошлые суды могли вымотать вообще в целом проект, поэтому будущего я вижу туманом. Я бы не присматривался ни в коем случае к покупке Тона как минимум сейчас, как и других альткоинов. Даже такая бычья новость, которая предлагает по сути халвинг, уполовинивание наград валидаторов за стейкинг, да, за то, что они поддерживают сеть. Это бычья новость, которая должна восприниматься пользователями как сигнал на покупку, о том, что монета будет дальше расти. Но если вы внимательно посмотрите прямо сейчас на график Тона, то он никому не нужен. И я считаю, что к Тону можно только начинать присматриваться при отметках к $1, возвращению к этим отметкам. Идем далее. Также то, о чем мы говорили с вами ранее по поводу суточного числа транзакций, которое в BNB достигало годового максимума. Мы также видим, количество пользователей в сети Avalanche превысило 1 миллион. Но ни к чему положительному это не сулит. Никаких бычьих новостей, точнее бычьих отображений на графике этих новостей никаких мы не видим. Вот, поэтому, друзья, на этом новости закончились. Переходим к самому интересному, важному, это именно графики. Кто помнит, 8 дней назад я давал подробные
разбор на тему того, где можно покупать биткоин в случае прихода в эту зону, для какой позиции, здесь в лонг, здесь в шорт. И, соответственно, мы могли набирать с вами здесь позиции. Я, в принципе, рекомендую следить за полностью всей цепочкой, логикой развития моих мыслей, для того, чтобы владеть грамотной ситуацией. Поэтому не пропускайте каждый ролик, смотрите, для того, чтобы понимать, в чем в целом заключается у нас ситуация. Соответственно, с этого какого-то клина нас обманом вытащили наверх, потом вниз, потом на импульсе после прихода и возврата в предыдущий локальный минимум почему-то не забрали мы ликвидность, но нас отправили на импульсе наверх. Мы зашли в тот блок, где могли набирать шорты. Я поздравляю тех, кто это делал. Я ожидал позицию набрать чуть побольше, при этом 50% своего долгосрочного портфеля также не зафиксировал. Но есть немножко сожаления, но это то, что нужно убирать. Такие эмоции нужно убирать в трейдинге. Поэтому я буду действовать дальше, исходя из ситуации. А как я ее предполагаю? Соответственно, все, что здесь, мы также можем рассмотреть в шорт. Но сейчас я бы убрал вообще все эти зоны и не рассматривал их. То есть будем выходить, наверное, и приходить в сделку только по ситуации. Зона, которая была обозначена с ранних роликов в 25 550, 24 850, я бы снизил эту зонку, потому что считаю, что в ближайшее время, если мы не закрепимся где-то повыше от текущих значений, вполне реально, что мы пойдем в зону 24 800. Вот такую зону лично я определяю, где можно присмотреть к покупке биткоина, исходя из того, как в ранних мной видеороликах были обозначены структуры, при которых у нас крупный игрок набирал здесь позицию. Мы переходили с вами в эту зонку, где вот здесь крупный игрок набирал позицию, здесь должно быть распределение, и здесь, соответственно, повторное накопление, реаккумуляция. Поэтому я считаю, что выше этого диапазона мы еще потолкаемся, и от этого блочка 100% стоит ждать реакции. Поэтому на текущий момент шортовых позиций никаких не даю. Даю вот этот блок, который можно рассмотреть чуть пониже. Таким образом, как я вижу, вот здесь мы уже видим неоднократно, как давит продавец на цену. Соответственно, можно, в принципе, рассмотреть следующий диапазон, который у нас будет расторговываться. Этот диапазон в районе 27 250, 24 800. Соответственно, перед снижением мы вот здесь будем торговаться. Это движение можно рассматривать совершенно по-разному. Как-то будем вот так торговаться. Раз, коснулись, отскочили на импульсе. Но только не так высоко, а вот сюда. Вот. Еще здесь и вот какая-то расторговка, после того, как эта расторговка была здесь, она образуется и вот в этой зонке. И от этой зоны в любом случае нужно присматриваться к лонгам. Поэтому, как только я буду заходить в позицию, я сразу запишу видеоролик. В случае, если мы придем в эту зону, я буду набирать лонги. Или если будет что-то сверходинарное, что я жду для того, чтобы зафиксировать свои долгосрочные позиции. И будет какая-то найдена точка входа в шорт. Поэтому внимательно следите за всеми видеороликами. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Также, какие еще совпадения интересные хочется мне отобразить. Как мы видим, после какого-то локального дна, который мы, возможно, нащупали, мы увидели импульсный рост и увидели расторговку на высоких уровнях. И, как по мне, она очень схожа у нас с расторговкой, которая была у нас в прошлом цикле. Вот. А она выглядела примерно вот таким вот образом. После чего нас ждал флеш-краш, который я также в предыдущих видеороликах, вот здесь ссылку на предыдущий ролик прикреплю, в котором я рассказывал о том, какие черные лебеди можно ожидать. И, соответственно, вот в предыдущем цикле вот такое вот накопление в виде дна мы видели, после чего на импульсе выходили вверх, здесь распределялись, повторная реаккумуляция, распределялись и закрывали участников в этом диапазоне с флеш-крашем в область 4-3 тысяч долларов за биткоин. Соответственно, поэтому для меня маловероятна ситуация похода в область и закрепления на 31 и поход в 32-34 тысячи долларов, но я это не отменяю. Именно поэтому у меня 50% долгосрочных позиций, которые были накоплены здесь на 40% от депозита, остаются открытыми. И что, возможно, нас ждет летом,
Если вам интересно, напишите сюда в комментариях, разберем очень интересную тему касаемо госдолга, возможного дефолта США, возможной печати новых денег, которые будут вливаться непосредственно в рисковые активы. Ну а на этом, друзья, наш видеоролик подошел к концу. Ставьте лайк, пишите комментарии и до новых встреч. Пока-пока.